Ассаламу алейкум, братья таджики из Таджикистана, Самарканда, Бухары, а также с той стороны Амударии. Братья таджики, кто меня слышит и понимает, на моем канале новое видео. Правда, лишь только одна правда, ничего кроме правды. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы видео поднялся в топ, друзья. Сегодня я буду рассказывать про наводнение, да, в городе Кулябе, которое случилось. Пострадавшим от наводнения в городе Кулябе направили гуманитарную помощь. Давайте я все-таки расскажу про это, друзья. Я не хотел остаться в стороне и сделал видеоматериал, чтобы вам рассказать, да. Давайте, ребята, все-таки я начну. Пострадавшим от стихийного бедствия жителям Куляба в Таджикистане направлена гуманитарная помощь. В городе продолжается ликвидация последствий наводнений от паводков. Созданы специальные штабы и комиссии для координации восстановительных работ. Что пострадавшим семьям оказана материальная и гуманитарная помощь в размере 230 тонн муки, 10 тонн сахара, 10 тонн макаронных изделий, 6,5 тонны риса, 6500 литров растительного масла для временного размещения и обеспечения базовых условий. Переданы 350 палаток, 3 полевых кухни, кровати и постельные принадлежности, 900 ковров и более 1000 комплектов детской одежды и обуви. Кроме того, для восстановления инфраструктуры также доставлены оборудование для водоснабжения, строительные материалы, древесина, 60 тонн дизельного топлива. Работы по устранению последствий стихийного бедствия и оказанию помощи населению продолжается. Из-за сильного ливня в конце апреля и начала мая, вызванных наводнений и оползней, пострадали сразу несколько регионов Таджикистана, где оказались затоплены десятки жилых домов и приусадебных участков. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Кулябе, Турсунзаде, Пинджикенте, Барзобе, Еване, Худжанде и ряда других городов и районов. От удара молнии, представьте себе, в Турсунзаде погиб человек. Наводнение и оползни привели к гибели 3 человек в Кулябе. Еще трое пострадавших были госпитализированы. В дополнение к этому в городе Худжанде перевернулась лодка с учителем и школьниками. Ну, хорошо, что всех спасли, друзья. Конечно, я должен сказать, что те люди, которые погибли в этот день, да, в Кулябе, мои соболезнования как-никак. Мы, таджики, конечно, должны все, да, держаться вместе и помогать друг другу, братья таджики. Я вас прошу очень. Кто-то живет в Таджикистане, кто-то там в России, да, а кто-то в другом месте. Все равно мы должны быть рядом. Таджикистан — это наш дом, братья таджики. Итак, дорогие братья, в этом видео
Сильные ливни в Центральной Азии спровоцировал сход селей и потопы. Стихия разрушила дома, дороги в Кыргызстане, в Таджикистане. Погибли не менее 3 человек. Из зон риска проводят эвакуацию. Столицу Узбекистана из-за дождя затопило метро, а в Алматы терминал аэропорта. Давайте посмотрим все-таки это видео. Да. Очень такие тяжелое видео, но нужно нам это все видеть и, как говорится, быть готовым, да, к этому. Это стихийное бедствие, это природа. Давайте смотреть видео. Поехали. Kuva düşeyince de asfaltın çarmele kaldı. Bu şurada yolu. محمد بودینا فهمیده سای مردم نمی همه عیب شما کرد کل حسن روز کده Это вот наш аэропорт. جانینا ماده شما کده نره А теперь внимание, братья таджики. Всем таджикам, кто живет в горных селениях, а также городах Таджикистана. При наводнении главное сохранять спокойствие, отключить электричество, газ и воду, перенести ценные вещи на верхние этажи. Эвакуироваться на возвышенность согласно указаниям властей. Возьмите с собой документы, лекарства и запас еды. Завернув их в полиэтилен, избегайте движений через воду, если есть риск падения и уноса машины течением, друзья. Братья, послушайте внимательно. Что делать при угрозе наводнений заранее? Слушайте официальную информацию по радио и ТВ. Не паникуйте, пожалуйста, братья таджики. Подготовьте тревожный чемоданчик. Документы в герметичной упаковке. Деньги, аптечку, фонарик, запас воды и еды на 3 дня. А также теплую одежду. Отключите коммуникацию, перекройте газ, воду и отключите электроэнергию с щитка. Защитите дом, перенесите мебель и ценные вещи на верхние этажи и чердак. Забейте окна и двери нижних этажей досками. Организуйте эвакуацию, помогите престарелым и детям. Уберите со двора все, что всплывает, друзья. Если наводнение застало врасплох, поднимайтесь на возвышенность, займите верхние этажи,
крышу или чердак. Подавайте сигналы. Вывести белое или яркое полотно днем, фонарь ночью, чтобы спасатели заметили вас. Если вы в машине, не пытайтесь проехать через поток. Вода глубиной 15 сантиметров может сбить с ног. А вот если 30 сантиметров вода может унести ваш автомобиль. Если машина глохнет, покидайте ее или переберитесь в возвышенность. Не входите в воду. Избегайте стоячей или движущейся воды. Она может быть загрязнена, содержать осколки или быть под напряжением. А теперь внимание, братья-таджики. Самое главное, после наводнения осторожно входите в дом. Проверьте, нет ли угрозы обрушения дома. Используйте электрические фонари, а не открытый огонь. Прослушайте помещение, проверьте комнаты, уберите грязь, проверьте коммуникацию, не включайте электричество и газ. До проверки специалистами очищайте колодцы, выкачивайте загрязненную воду. Итак, друзья, целая информация была от меня. Мой канал называется канал персов-таджиков. Голос персов-таджиков, друзья. Вот и все на сегодня. Будьте здоровы, пока. До новых видео у меня на канале. Пока, ребята.